Новое радио. Всем добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Наша гостья уже здесь, и мы уже заранее подготовили вопросы, на которые сегодня будет отвечать прекрасная, очаровательная Мугайо Рустамзаде, более известная как Мойо Имейдж в Инстаграме. Что ж, Мугайо, добро пожаловать к нам в студию. Вы можете что-нибудь сказать, чтобы мы вас слышали? Всем привет! Очень рада быть сегодня с вами. Большое спасибо, что пригласили. Очень было приятно. Вам спасибо, что согласились. Я хотела бы напомнить о том, что сегодня у нас, к сожалению, в студии отсутствуют девочки. Вот здесь сидела обычно Хубон, девочка ее зовут, здесь Фарида, но сегодня по форс-мажорным обстоятельствам они, к сожалению, не смогли прийти к нам. Так вот, мы вас сегодня пригласили сюда как профессионального стилиста, но помимо этого я также в курсе о том, что у вас есть основная сфера деятельности, и помимо еще основной сферы деятельности у вас также есть еще и другие хобби, актерские, да, можно сказать. Да, на самом деле, но это было уже, скажем так, в далеком прошлом. Ага. Может быть, когда-нибудь, как-нибудь я еще, конечно, буду себя пробовать в этом, но это не точно. Именно актерское вы сейчас говорите? Да. Ага, да. Хорошо. Ну, я пробовала себя, получается, и как актриса пробовалась, снималась и в сериале, и в фильме. Таджикских, да, именно? Да, совершенно верно. Ну, как-то в далеком прошлом, скажем так, и моделью была, и в клипах снималась, в общем, перепробовала все, что можно было. Ну, супер. Было бы жалко, если бы с такой внешностью не попробовать это все, с такой красотой. Спасибо большое. Пожалуйста. Так вот, смотрите, значит, в какой момент вы поняли, что у вас получается подбирать цветотип людям, и у вас классно получается быть в роли стилиста? Такого не было, что я вдруг проснулась и такая поняла, что я классно, оказывается. То есть озарения не было, Нет, да, такого рода? озарения не было. На самом деле, знаете, все-таки все началось опять-таки с детства. Я сколько себя помню, всегда получалось так, что я росла в атмосфере, где шили, родственники шили. Мне это очень нравилось. Мама не давала трогать свои волосы. Но если кто-то приходил в гости, я старалась подбирать им какую-то одежду, сразу делать прически. Я бесконечно, не знаю, до 7 класса, наверное, возилась с куклами. Я обожала шить, я обожала делать им прически, как-то и их украшать. С этого началось, потом подростковый период. Уже, получается, шила себе. Уже когда хочется, в нас это все просыпается, когда мы хотим быть краше. Это особо, скажем так, на тот момент выбора такого, как сейчас, не было. И в качестве одежды, да? Да, в ход шли мамины какие-то вещи. Я их брала, переделывала, бесконечно там прически делала. И я точно знала, что моя жизнь будет связана именно в такой сфере, где будет творчество. Заканчивая школу, я точно никогда в жизни не представляла себя каким-то таким серьезным офисным работником, чтобы вообще даже в мыслях не было. Я думала, что я сейчас после школы пойду учиться именно Тогда у нас, конечно, профессии стилиста не было, это было очень давно, в 2008 году. Но я думала, что я пойду учиться на визажиста, на специалиста по волосам, стилиста по волосам, и буду еще шить одежду, и буду делать мир краше. Да, женщин краше. Но, к сожалению, или к счастью, скорее к счастью, на тот момент обстоятельства сложились так, что нужно было работать. Поступила я заочно, меня родители поддерживали, я была настроена именно в эту сферу идти, но мне сказали: слушай, корочка нужна, поступать надо. Поступила заочно, заранее зная, что я свое время на это тратить не буду, но чтобы не говорили, что у них же установки такие, что образование должно быть. В общем, но
вдруг так все сложилось, что заочно поступила на экономиста, но нужно было как бы, оставить, скажем так, свою мечту и пойти работать, потому что так сложились обстоятельства семейные. Сначала нужно было хотя бы встать на ноги, да? Уже самостоятельно начинать зарабатывать, а потом уже со временем вовлеклась в процесс. Я устроилась на работу в 18 лет, мне понравилось, и в компании с 18 лет, сейчас мне 32 получается, я до сих пор в этой компании работаю, мне нравится, как ни странно. Вам не дашь 32. Честно, выглядите на все 25. Ой, спасибо. Но как-то мне понравилось. Я не жалею, что я пошла именно все-таки работать, я себя нашла, я уже встала твердо на ноги, но всегда мне хотелось все-таки быть частью именно этого мира, поэтому... Мира красоты, да? Да, этой индустрии, моды, фэшн. И я сначала пошла как модель себя пробовать, чтобы знать эту кухню изнутри. Определенное время поработала, потом... Актрисой, наверное, была всегда в душе. Сколько себя помню со школьных лет по сегодняшний день. И в жизни тоже. Были ли моменты, что вы смотрите в зеркало на себя, да, и такая... Какая же все-таки восхитительная актриса. Было такое? Допустим, какая-то ситуация в жизни произошла, и вы не знаю, какой-то момент, и вы играли роль, и домой приходите, такая... Как же классно у меня это получилось. Какая же я молодец, я смогла. Значит, есть, да. Есть, конечно, я, скажу так, этими навыками пользуюсь каждый день, когда мне это надо. Все женщины актрисы на самом деле. Когда ей что-то надо, она может любую роль сыграть, по мне так. В общем, получается, работа шла, но сначала пробовала себя как модель, потом... Снималась в фильмах, потом начала пробовать себя в качестве дизайнера, выпустила, получается, две коллекции, в Таджикистан Fashion Week участвовала, но уже на тот момент я понимала, что что-то я делаю не так, чего-то не хватает, вроде шьется одежда, вроде модель подбирается, получается, в голове картинка одна, а уже вживую, получается, соединяясь с моделью, как-то не то я хотела, не это я себе представляла. Ожидание и реальность. А что именно не совпадало? Может быть, модель? Может быть, параметры какие-то другие? Смотрите, то, что, получается, на эскизе было одно, а перенесла на девочку, и не соединилась внешность именно с этим нарядом. Я поняла, к чему вы сейчас это ведете. Все, я поняла. Друзья, это «Волна 95,5 FM», шоу «Девчат», и мы продолжаем слушать нашу гостью Мугайо Рустамзаде. Так вот, мы с вами остановились на том, что вы в какой-то момент понимаете, что в реалии не совпадает ваша картина, да, с тем, что вы начертили. Да, получается так. И дальше? Получалось так. Костюм, который создавался, уже модель мерит, и гармонии нету просто. Уже начала думать, как это, почему это, уже начала копаться, и все-таки было принято решение пойти учиться на стилиста, чтобы понимать эти тонкости. Это было в 2019 году. Пошла и столько всего для себя нового открыла, о чем вообще раньше и не догадывалась, то, что насколько важно при выборе одежды учитывать черты лица, масштаб своих черт. Масштабы. Масштаб, насколько, скажем так, например, большие глаза, маленькие глаза, или крупные губы, средние губы. Это все, чтобы подобрать цвет? Нет, это все, чтобы подобрать все. Например, начиная от линий, например, в зависимости от того, какие черты лица, какой масштаб и какие линии в нашем лице расположились, каким именно образом, зависит то,
какая должна быть у нас прическа, какая должна быть укладка. То есть, например, если у меня, меня часто спрашивают, а почему у тебя постоянно волосы прямые? Потому что у меня черты лица более заостренные, вот, поэтому как бы вот эти кудряшечки, вот эти все волнистые линии у моего лица, они мне не очень хорошо подходят, как, например, мне подходит именно вот такая вот прическа. То есть, когда мы знаем, какие у нас черты лица, какого масштаба, мы уже знаем, как грамотно их оформлять. Масштаб, например, если черты лица вот крупные, да? Как у меня, да? Красивый. Говорите уже, как есть. Смотрите, нет, я разве говорила, что крупные черты я лица знаю это сама. плохо? Нет, окей. Нет. Сейчас мы будем искать плюсы. Вот смотрите, вот крупные черты лица, Так. аксессуары подбираются, если мелкие, там, например, маленькие там сережечки, будут ли они разве гармонировать с внешностью? Скорее нет, чем да. Или маленькие черты лица, и вот бывает, вот видишь девушку... Серьги, кольца, допустим, да, вот большие. Огроменные там, серьги, огроменное колье, там, или там какой-то ободок. Соединения нету, гармонии нету. То есть нужно все, когда подбираешь прическу, когда подбираешь аксессуары, когда подбираешь даже вот фактуру, будь она, например, она будет, которая держит форму и жесткая, или фактура, которая может разлетаться, не держит форму. Это все взаимосвязано. То есть какие у нас именно черты лица, острые или мягкие, крупные или плавные, мы также должны подбирать, получается, под вот это все одежду. Получается вот так. Уже как бы, когда это все узнаешь, уже можешь спокойно покупать там, например, пиджак, который будет держать форму, или кардиган, который вот такой вот будет спадать, например. Вот примерно вот так это работает. У вас вот сейчас классно слышно. Чувствуете, да? Прощения, да. Вот смотрите, я вообще в целом на вас подписана где-то уже год, наверное. Но вот в просторах Инстаграма вы появились относительно недавно. То есть начали вести свою страницу именно вот по стилю недавно. Ну, года 2 уже. Конечно, когда я только начинала, я не знала, как правильно вести свою страницу. А когда я первый курс проходила, все знания, которые я получила, от незнаний я все сливала в Инстаграм, вот, не понимая, что это так не работает. Я все свои знания, получается, сливала в Инстаграм, но потом уже пошел 2-й курс, 3-й курс, 4-й курс, и уже, когда уже, скажем так, научилась, как это все делать, уже вот начала более-менее грамотно вести свою страницу. А так, года 2 она точно уже существует. Вот, честно признаюсь, иногда я пользуюсь лайфхаками, которые у вас есть на странице, и мне вот прям сильно нравится вот публикация про цветотип. Расскажите мне, пожалуйста, вообще вот для вот нас, земных людей, объясните, как нужно подбирать это все, вообще про процесс. Вот, допустим, к вам приходит человек, да? У вас есть определенные цвета, вы вот каждый цвет под его лицо подбираете, или вы уже примерно знаете, какой цвет может подойти ему к лицу? Смотрите, сама я уже знаю. Естественно, сначала я разговариваю с клиентом, было ли у него окрашивание волос, например, родной ли это цвет волос, был ли перманентный макияж, который тоже влияет. Бровей или губ? Брови, губы, это же все цвет, это же все как бы коррекция. Да? Мне нужно знать изначально вот родной цвет волос, бровей и губ. Цветотип – это в первую очередь температура, температура волос, кожи, глаз. Вот. Потом глубина, то есть было окрашивание, его не было, и насыщенность. Тоже, получается, здесь очень важно знать, что изменения были внесены или их не было. Вот. Когда я это выясняю для себя, я уже знаю, уже понимаю, что, значит, если он там, например, красился, значит, это уже, как бы я уже свои выводы делаю.
Вот. А для того, чтобы самому клиенту стало понятно, у меня есть тестировочные платки, которые я, например, посадила клиента. И накладываете, да? Он ко мне приходит абсолютно без макияжа, вот такой, какой есть. Ой-ой-ой. Да, мы садимся при дневном свете у зеркала, чтобы он все видел. Все ужасы своего лица, да? Ну, чтобы он знал потом, как правильно подбирать цвета, что покупать в магазине, а на что вообще не надо смотреть. Мы садимся, мы прикладываем к лицу, мы убираем волосы, мы прикладываем к лицу, получается, вот эти платки, и уже я объясняю, показываю клиенту, на что он бы сам не обратил внимания. Например, есть цвета, которые будут подчеркивать какие-то там наши все-таки возрастные изменения, такие как, например, какие-то пятнышка, какие-то покраснения, какие-то там морщинки, которые нам не хочется, но нам хочется их скрыть. Если цвет не подойдет по цветотипу, эти цвета будут усиливать это все. А если это твои цвета, если они созвучны с твоей внешностью, получается, наоборот, вот эти твои цвета, это будут как-то вот сглаживать. Лицо будет более гладким, морщины тоже будут более такими гладкими, восприятие от лица будет более приятным и более ярким. Поэтому цветотип все-таки очень важно знать. И еще он очень сильно помогает, когда ты красишь волосы. В какой цвет? Мы же часто вот сидим и задумываемся, а подойдет ли мне быть там блондинкой? А подойдет ли мне этот цвет? А когда ты знаешь, получается, свой цветотип, ты уже четко знаешь, что подойдет этот цвет или нет. Например, там, какие лучше брать оттенки? Теплые или холодные? Более насыщенные или более такие все-таки припыленные? Вот. И даже вот когда мы покупаем косметику, когда мы точно знаем свой цветотип, мы точно будем покупать наши цвета, тени наши, помаду нашу. То есть все цвета, которые мы будем покупать, уже точно будем знать, что это будет нас украшать, и это будет гармонировать с нашей внешностью. То есть это все, что, получается, вы даете на всю жизнь человеку. В целом вот консультация ваша, потому что есть такие программы, как «Модный приговор», нашумевшие, да, наверное, о нем вы знаете. Конечно. Вот скажите, пожалуйста, вот получается, они приходят, эти люди, да, забирают с собой гардероб, который якобы дизайнер им подарил, а тот макияж и ту прическу они же все равно не смогут повторить. Смотрите, есть стилисты, которые хотят только зарабатывать. Ты с ними пойдешь, они тебе один раз купят те вещи, которые тебе классно подойдут, и когда сезон пройдет, тебе нужно будет опять пойти купить все заново. И, естественно, уже придется опять обращаться к стилисту, он потратит твои деньги, и ты пойдешь снова будешь покупать. Но моя методика, я все-таки обучаю, когда уже человек знает цветотип и конкретно какие цвета подойдут, какие не подойдут, когда он знает свой типаж, то есть вот то, что мы говорили, масштаб линии, он уже четко будет понимать, что его будет украшать, что будет гармонировать с его внешностью, а что будет наоборот. То есть как бы он уже на всю жизнь, у него будут знания, он будет сам себе стилист. Вот и все. То есть курс «Сам себе стилист». Есть у вас такое? Моя консультация 3 в одном. Это определение типажа, цветотипа и типа фигуры, плюс рекомендации, плюс я даю стайлбук на 100 страниц с рекомендациями. Это уже будет такая карта, он уже будет спокойно пользоваться и ходить и покупать все, что ему нравится, и будет вот как бы точно знать, что будет украшать, на что стоит обращать внимание, а на что не стоит вообще сливать свой бюджет. Ну, вообще, в целом, все плодотворно у вас получается на долгосрочную основу, а не так, чтобы все один раз там деньги взяли, сказали, какой цвет тебе идет, и все, живи теперь там зеленый, носи всю жизнь. Смотрите, насколько велика конкуренция в этой сфере именно у нас, в Таджикистане? Вы знаете, вот именно у нас, когда я только пошла учиться, у нас, в принципе, не было никаких стилистов, никаких имиджмейкеров. Я понимаю, о чем вы. Но их не было, реально, не было. А потом просто скопировали, да? Ну, не могу сказать, что просто скопировали, но они начали появляться. Желание, да, появилось? Они начали появляться, но это же хорошо. Я, наоборот, рада, что у нас наконец-то тоже мы уже не отстаем. У наших тоже вот появилась вот эта
понимание хотя бы, потому что первые года полтора было очень сложно. Я пошла, сделала образ, сфотографировала, выложила, написала пост, а мне в ответ прилетает такое сообщение, мол, а сколько стоит ваша сумочка? То есть, как бы понимали, это как магазин, как будто бы я просто магазин. Это очень долго доходило, получается, до наших. Но в итоге, это, не все, конечно, но и определенная группа людей, для которых очень долго это все доходило. Доносить, да. Но все-таки вот уже все у нас уже появляются с каждым днем. Мне пишут многие, спрашивают про курсы, рекомендации. Естественно, я даю им рекомендации, куда идти, куда не идти, чтобы поучиться. Потому что я очень много сама курсов проходила. Некоторые из них это был просто слив бюджета. Вот. Но поэтому девочки спрашивают, я с удовольствием даю советы. Я, наоборот, рада, я за. Пусть идут, пусть вот эта профессия у нас тоже развивается. Да? Смотрите, Муайо, назовите 5 предметов одежды, на которые стоит потратиться любой стильной девушке. Это хорошая обувь. Это очень важно. А цвет? Мы работаем индивидуально, учитывая... То есть обувь тоже смотрите, конечно, да, по лицу? Нет, обувь я по лицу не смотрю, но мы, когда, получается, создаем гардероб, там уже у нас есть определенная цветовая палитра, и эта обувь должна, получается, гармонировать, да, чтобы девушка спокойно могла уже подбирать вот эту самую обувь под свои образы. Вот говорят же, вот бежевые там лодочки подойдут всем, они будут классно гармонизировать там в любом гардеробе, но это совершенно не так. Например, в моем гардеробе мне лично бежевые лодочки носить не с чем абсолютно. То есть, как бы это все индивидуально. Вот у меня вот такая вот цветовая гамма в моем гардеробе, поэтому определенного цвета обувь у меня будет. Вот. Хорошо. А у другой девушки, может быть, это будут совсем другие цвета. То есть все индивидуально. Значит, удобная обувь — это первое, а второе? Не, почему удобная обувь? Это красивая. Сначала это красивая обувь, одна красивая обувь, куда она сможет, пойти, чтобы, скажем так, транслировать вот свою женственность, свой статус и так далее. Другая обувь, это все-таки качественная и удобная, комфортная обувь, куда там она пойдет, быстро-быстро свои дела делать. Вот. Это обувь, это хорошая сумка. Сумка это очень... второе уже, да? Да, сумка это прям очень важно. Вот. Третье, пожалуй, это пиджак, жакет. Это вот необходимо каждой женщине, которая себя уважает, чтобы она могла и на работу пойти, и на какие-то... Вот сейчас, благо, раньше у нас пиджаки ассоциировались только вот с деловым гардеробом, только работа. Сейчас это не так. Даже вот... Мне очень нравится, когда вот есть женщины, которые на свадьбу даже, вот белый брючный костюм, это просто так. Это главное, чтобы это был качественный белый костюм. Брючный костюм, это очень классно, поэтому... Вот элегантно, красиво, женственно. Женственно, дорого, богато это смотрится. Все дорого-богато, как мы любим. Да, вот совершенно верно. Получается, вот пиджак, вот, конечно же, платье. Куда мы без платья? Вот, платье и обязательно вот украшения, которые вот лаконичные украшения, которые будут, получается, сочетаться со многими вещами в гардеробе. Вот насчет украшений, смотрите, многие люди предпочитают бижутерию, то есть чтобы использовать ее в повседневной жизни, и в целом по ценовой политике, они более доступны, чем золото. И как вы думаете, вот вы к чему больше всего преклонны? К тому, чтобы люди больше бижутерию покупали или вот золото, серебро? Я бы не стала как бы ставить рамки. Золото — это, конечно, хорошо, но есть, например... Мы любим золото. Да, конечно. Мы женщины Востока просто обожаем. В общем, золото реально это, конечно, хорошо, но я считаю, что у любой уважающей себя женщины должны быть пару комплектиков все-таки золота. Да. А серебро это, конечно, это уже серебро тоже, оно подходит не всем. Вот.
оно подходит не всем, вот, но я бы от бижутерии тоже не стала бы отказываться, если мы создаем какие-то там креативные какие-то вот образы. Я лично тоже могу использовать бижутерию, но бижутерию не которая вот здесь копируется под... Да. Как меня это раздражает и бесит, бижутерия под реплику, которую у нас это делают. Нет, вот это нет. Но есть такая вот красивая винтажная бижутерия. Это просто... Вы за качество, да, получается? Да, отлично. Мугайо, скажите, пожалуйста, за какой период времени к вам нужно записаться? Учитывая то, что я все-таки работаю, это не основная моя деятельность. Основная моя деятельность — это вообще совершенно другая сфера, где я очень сильно загружена. Но все-таки я принимаю в месяц пока что 2-3, максимум 4 клиентов, поэтому обычно получается за месяц нужно заранее бронировать, чтобы я уже рассчитывала, что на следующий месяц я больше не беру. Пока я беру максимум 4, но, может быть, со временем буду увеличивать. Мы надеемся на это, мы верим в это. А работаете ли вы с жителями других городов и стран? Конечно, совершенно спокойно работаю сейчас, благо эра онлайн работы, поэтому спокойно, как бы больше я работаю, честно говоря, онлайн, чем офлайн здесь. Хорошо, вот смотрите, на одного человека сколько времени, получается, нужно выделить, чтобы определить цветотип, в общем, все связанное со стилем? Это не так прям долго, но долго делается работа со стайлбуком, то есть мне скидывает клиент по определенной инструкции фотографию, я провожу анализ, получается, я определяю цветотип, тип фигуры, типаж, вот, и уже на основе вот этой информации я, анализируя вот это все, если я собрала, уже, получается, делаю индивидуальную книгу, называется стайлбук. То есть, как бы, это будет как карта с индивидуальными рекомендациями, с которыми, получается, клиент будет работать. Обычно я на одного клиента свое свободное время трачу 3 дня. 3-4 дня, вот так. Получается, это какие-то часы на работе, пока я обедаю, потом уже после рабочего времени, вот бывает, сижу до 12, вас слушают ваши коллеги, никто сейчас не пойдет и начальству про вас не расскажет, что вы в рабочее время. Но это мой обеденный перерыв, я могу себе позволить. Хорошо, за час времени, да, получается? Я люблю, получается, параллельно обедать и работать, да? Полезное с приятным. Да, верно. Ой, вообще, получается, вы прям совмещаете это все. Да. И благо успеваете. Можно успевать, если очень хочется. Смотрите, во дворе уже осень. И скажите нам, пожалуйста, вот какие цвета вот будут в моде осенью этого года и зимой? Так, опять-таки, яркие цвета никуда не уходят. Уже вот который сезон, яркие цвета, опять-таки, ярко-зеленый. Самый, конечно, трендовый сейчас опять у нас розово-фиолетовый, розовый, да, как мы сейчас говорили. Да, верно, вот этот цвет остается до сих пор в тренде, он сейчас самый трендовый опять, зеленый, ярко-красный, ярко-оранжевый, поэтому... Все самое яркое, да? Да. Отлично. Ну, из коричневых получается только вот кофейный цвет у нас получается вот тоже вот будет в тренде. Но вот эти нейтральные цвета, серый, там черный, белый, они тоже спокойно вот можно их носить. Это вот и на осень, и на зиму, да, получается? Да. Классно, вообще супер. А вот скажите, нужно ли вообще шарф носить, если вот, как сказать, вот допустим, у тебя, если большие габариты, да, вот, посмотрите на меня, допустим, и вот шарф вот такой огромный. Нет, у вас нет больших габаритов, я не знаю, с чего вы так взяли. Но я это тоже, все люди. Но я тоже, видите ли, не самая худенькая девочка, тоже довольно-таки крупная. Конечно, почему нет?
почему нет? Зима же все-таки. Вот зимой очень классное сочетание будет, если это будет пальто. Фактура будет, если плотное, мускулинное такое пальто с четкими плечами, с четким этим отложным воротником. И вот сверху вот такой вот большой, например. Я сейчас просто, у меня рисуется картина, это вот почему-то пальто вот серого цвета, вот как вот эти шторы. Я художник, я так вижу. Серого цвета пальто, и вот поверх какой-нибудь яркий, красивый шарф. Красиво, я тоже вижу. Вы видите это? Я вижу. Да, отлично. Вот такое сочетание было бы очень классно. Супер. Я вам потом фотографии обязательно. поищу. Я на вас подписана. Да, мы же с вами переписывались, да? Все уже. Ой, как классно работать ведущей на новом радио. Это всегда новые и классные знакомства. А Мугайо, напоследок, что-нибудь хотите сказать нашим слушателям? Не бойтесь быть яркими, подчеркивайте именно вот свою индивидуальность. Просто не копируйте больше никого. Вот есть, на самом деле, вот немножечко печально то, что я не хочу никого обидеть, но вот просто вот очень важно, мы всегда вот смотрим на других, пытаемся как-то скопировать, но просто вот самый вот классный вариант, который может быть, как раскрыть себя, свою внешность, это подчеркивать свою индивидуальность. Зачем нам много одинаковых? Будьте индивидуальными. Да. Не копируйте никого. Вот. Ну, на самом деле, у нас же как, вот если видят, что у человека в той или иной сфере что-то получается хорошо, они думают, что значит это приносит достаточно нормальную прибыль. И все такие, давай тогда и мы попробуем. Нет, я имела в виду внешне. Внешне, да? Окей, хорошо. Я вот зацепилась к этим. Нет. Кто копирует вечно все. Хорошо, понятно тогда. И еще лучше всего, вот подпишитесь на Инстаграм Мугайо Рустамзаде, мой имидж в поисковике напишите, записывайтесь к ней. Она онлайн всех тоже может принимать, поэтому вот, ребят, вам профессиональный стилист. Спасибо вам большое, Мугайо, за то, что пришли сегодня к нам. Спасибо Я очень большое, рада. что пригласили. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. На самом деле времени вот 1 часа для девушек недостаточно, чтобы мы поговорили обо всем и обо всех. Но вот надеюсь, что это и не первый, и не последний раз, когда мы с вами видимся. Всего доброго. Я тоже надеюсь. Всего доброго. Всем пока, дорогие радиослушатели.